Красная. И вот в прошлом году 10-й этот фестиваль прошел в Барнауле. И к нам привозили этих лауреатов сюда под большим, конечно, большой охраной, несколько человек в музей. Вот. И на сцене во время концерта, после концерта, некоторых из них сразу освобождают. Там же вот справку дают об освобождении. Ну, у кого не особо тяжкие преступления. Там в конкурсе не участвуют убийцы. Вот это условие такое. Вот это 70-е годы под таким же девизом пошли, под девизом и работы непомерной, как он говорил, ни на минуту не позволил себе расслабиться, сплю с зажатыми кулаками, никогда в жизни себе, потому что иначе нельзя, он говорил, сшибут. Это уже написан роман, я пришел дать вам более опубликован в «Сибирских огнях» в 71 году. В 70-м году на очередной запрос на Степана Разина ему предложили пройти командировку по разинским местам. И он в Астрахани целый месяц оказался там, вот в карантине, так сказать, потому что это была последняя вспышка холеры у нас в стране тогда. Вот так. Художники с ним, будущий там оператор фильма Заболоцкий, там, директор картины и так далее. Но все, кроме Шукшина, знают, что фильма и в этом году не будет, он один надеется. В это время снимается в фильме «У озера», за эту роль Черных получает государственную премию. Вот. И Любовь Яровая, и в Дауне, и приглашают его в советско-венгерский фильм «Держись за облака». Снялся он в киноэпопее в роли маршала Конева, в киноэпопее «Освобождение». Орден Трудового Красного Знамени вручают и так далее, и так далее. Заслуженный деятель искусств к этому времени он уже, то есть популярность растет и трудности тоже добавляется. В 1971 году на очередной запрос опять на Степана Разина ему предлагают фильм о современности, подчеркнуть, подтвердить свои режиссерские способности, что он может взяться за такой серьезный исторический фильм. Этим фильмом стал фильм «Печки-лавочки», тоже вам известный, наверное. И рубашка это вот из этого фильма, но это костюм Егора Прокудина, конечно, вы догадываетесь. В этом фильме Шукшин опять пошел впереди всех, так скажем, режиссеров. Он совместил документальное с художественным. Он снял очень много наших земляков, срочницев, женщин, мужчин. Села Шульгин-Лог, вот это застолье, это вот полностью все бабушки, там, ну, женщины, мужчины, поющие собрал так, которые могут плясать, и все там в селе Шульгин-Лог выбирал таких же, причем просил, вот видел, там женщина идет со свеклой, доярка с работы идет, и он просил, вы придите, пожалуйста, завтра, только, пожалуйста, в этом же платье, в этом платочке, не наряжаясь, а вот так, как вы живете, как вы ходите повседневно. Вот так. Вот этого балалайшника Федю Телелецких, виртуоз балалайшник был. Ну, конечно, посмотрите, как по-современному сказать, бомж, да, выглядит, как будто бы. Вот так. Шукшин часами его мог слушать, он часами мог играть, ни разу не повторившись в мелодии и ни разу не спев дважды одну частушку или какую-то там прибаутку. На ходу сочинялось это все. Ну, ездил с шоферами Чуйского тракта от чайной к чайной, которые кормили его там в столовой, подносили стаканчик винца, ночевал в селах, хотя был дом, была жена, был сын, ну вот так вот. Немножко, конечно, что-то случилось у него с головой, и он вот так. Вот. Но Шукшину не верили, что вот этот мужичонка может играть так, как только может играть человек с музыкальным академическим образованием. Когда он в Москву возил вот эти наигрыши, записанные Федины, Шукшину не верили, думали, что это он что-то привирает. Вот. Не пропустили Федю, сразу был запрет сморщенного старика из картины убрать, не разрешили. Музыка наигрышей была, конечно, обработана композитором Павлом Чкаловым и пошла в фильм, а это все убрали. Ну, а вот это застолье тоже очень четко сказали, где ты взял эти рожи? И Шукшин отвечал, это лица моих земляков. Вот тогда это совмещение документального с художественным, конечно, не поощрялось, а напротив было вообще запретно. 70-е годы, вы знаете, к коммунизму шли мы. Должны быть красивыми все, нарядно одетые. Вот так. Ну, в общем, это эпопея нашей жизни 70-х годов. Там же все слои общества, если вы помните. И работники хорошие, и воры,
и проходимцы, и профессор, и все там, и юг, и курорт, и умение дать взятку, а Шукшин был убежден, он даже это написал, в любой стране самое главное право на отдых, на все льготы имеет человек работающий, работник, вот так, как ему Иван, который не умеет и противно ему давать взятки. И таким и Шукшин остался до конца. Он не хотел здесь сниматься, он хотел здесь опять видеть Куравлева, но тот ушел на 17 мгновений весны, и Шукшину пришлось самому. Ну и, наверное, это сделал. И региональные, центральные журналы публикуют Шукшина, уже и зарубежные, но популярность растет и трудности. После фильм делали 3,5 месяца, а сдавал он его 7 месяцев. Резали нещадно, поэтому язва желудка обостряется, ложится в Кунцевскую больницу лечиться, и там буквально за 3 недели на амбарной книге он пишет киноповесть «Калина красная», а потом поедет в Вологодскую область, на родину Василия Ивановича Белова, деревенька Садовая, городок Белозерск. Вот это места съемок фильма «Калина красная». И опять у него хор рецидивистов на сцене в начале фильма. Сейчас вы увидите, он добился этого разрешения. И опять у него в роли как будто бы матери Егора Прокудина обычная жительница деревеньки Садовой, которую сняли на цветную пленку и которая рассказывает свою историю. И на всю страну она там называет свою пенсию, и как огород у нее сельсовет вот отрезал, потому что она одна, много ей. Вот так, и так далее, и так далее. Думали, что не пропустит этот фильм вообще на экраны. Но фильм пошел, получил главный приз на кинофестивале в Баку. Шукшин лучший актер года, лучший режиссер. Ну, в общем, самый кассовый фильм 1974 года. И, наконец-то, разрешают ставить Степана Разина, а Бондарчук в это время приглашает его на съемки фильма «Они сражались за Родину». Еще в мае Шукшин дает такое разрешение. Вот сейчас вы посмотрите кадры из фильмов «Печки-лавочки», коротенькие здесь отрывочек. «Покос» самая певучая, красивая пора в деревне, Шукшин написал. И любил, конечно, сам умел это делать. И балалайка звучит, пусть не Федина, но звучит. Это вот по левую сторону Катуни, тоже предгорье Алтая, село Шульгинлов. Вот там, ну, похожие места на наши. Вот они всей семьей. Маша, Оля, дочери от Федосеева. Шукшин добился этого разрешения. 40 человек осужденных. А у меня жена ей-то пироги. Три погибли. А ты его давно? А вот эта бабушка, это Ефимия. Давно, так переживаю. И не знаешь, где он? Не знаю. Не знаю. Розочки подавала, а потом сошла в сельсовет. Ну, а мне сельсовет сказал: обожди, будешь жив да здоров, а то отупнется, может быть. А живого нет, ничего не поделаешь. Ведь это же мать моя, мать моя, мать. Сталинградское направление по главам романа Шолохова. И Шукшин здесь среди вот мужского цвета. Что за дом? Нет, что за дом? И 7 октября, простите, 4 октября он уже должен был быть в Москве. Это единственное, пожалуй, где есть дата. Обычно Шукшин не писал даты в письмах. А это вот как будто чувствовал это. Он уже пишет, чтобы туда ему больше не писали, потому что он скоро будет в Москве, и письма надо писать на Москву. Вот так. Нагрузка, конечно, была страшная на это, в это время у Шукшина. Он снимается в фильме «Прошу слова».
летает в Ленинград. Там же театр драмы Товстоногов ставит его энергичных людей, и 30 июня 1974 года пройдет премьера. А это с участием Шукшина, потому что здесь так актеры и режиссер решили. Он читает слова за автора, говорит, он мастерски прочитал свое произведение, вот «Энергичные люди». Вот очень редко, конечно, но мог по возможности Шукшин это делать. И вот фильм «Они сражались за Родину», в котором в мае он уже Бондарчуку это обещание сделал. В одном из писем мать просит его: «Вася, ты бы уж хоть в фильмах-то не снимался, тяжело ведь». И в ответ он пишет: «Если уж брать тяжесть, то всю разом». В ответ матери. А вот эта тяжесть, она просто оказалась непосильная. Ему разрешили Степана Разина, он уже живет этим фильмом, дали деньги на первый этап работы. Он дописывает сказку до 3 петухов, и в это же время он еще, снимаясь днем, он ночами расписывает диалоги к фильму. Они сражались за Родину по просьбе Бондарчука. Это уже на Мосфильме, это под руководством Сергея Федоровича Бондарчука, который потом пообещал помочь Шукшину наконец-то пробить фильм о Степане Разине и помочь поставить батальные сцены. Возможно, это было бы соавторство. Но это два великих человека, и, конечно, они бы сделали неплохой фильм. Вместе с ним снимаются Никулин, участник войны, Иван Лапиков, участник войны, сам Бондарчук, участник войны. И вот в это время, в ночь с 1 на 2 октября, сердце не выдержало этой тяжести. Оно остановилось от острой сердечной недостаточности во время сна между 4 и 5 часами утра, в ночь с 1 на 2 октября. И в Москву он уже прибыл в гробу. Вот так. Ну, а мать, которая летала на похороны сына, и которая до Москвы не говорили, что он умер, а Вася приболел, говорили ей, надо его попроведывать, потому что боялись, что она туда просто не долетит. У него гипертония была, и с сердцем тоже плохо. Вот так. Ну, а когда прилетела в Москву, тогда уж, конечно, пришлось сказать, что Васи уже нет. И хоронила Москва Шукшина 7 октября, а мать, и вот мать на могиле сына, портрет этот был до 1982 года, потому что памятник, скульптура у нас на территории находится, вот здесь полный рост, она планировалась как надгробие, делалась так Вячеславом Клыковым, тем же самым скульптором, который сделал памятник на горе. Но разница между этими работами 30 лет. Матери она не понравилась, она ее не приняла совершенно, не понравилась она и Федосеевой, и поэтому не посмели, не поставили. До 1982 года могила была вот в таком варианте. В 1982 установили памятник вот из черного с белым мрамора алтайского, и портрет там внутри, вот это уже 1982 год. А мать, не имея возможности бывать часто на могиле сына, пишет ему письма на могилу. Там Елена Самуиловна Лимарь, профессор Московского иньяза, переписывает их читаемо, оборачивает целлофан, оставляет на могиле, и эти письма разводятся во все концы и нашей страны, и за рубежом. И слова в этих письмах вот такие есть. Я только частичку приведу вам пример. Вы поймете, насколько это мудрая, умная и талантливая женщина была. «Сыночка, дитё мое милое, не могу я тебя докликаться. Сердечко мое в груди, места мало. Говорят со мной, я их не слышу. Идут люди, я их не вижу. Одна у меня думушка, нет моего дитя милого на свете. Голубь ты мой сизокрылый, солнце ты мое красное. Приснись ты мне во сне, обогрей ты мое истерзанное сердечушко. Раступися ты, мать сыра земля, покажи ты мне дитя милого. Прости меня, я тебя потопила своей слезой горькую. Не могу я ни на одну минуточку забыться. Были бы у меня крылышки, я бы каждый день слетала на твою могилочку, мне бы легче было. Но, милый мой дитё, сын ты мой любимый, любил ты от меня письма получать, вот я и пишу. Может, тебе добрые люди прочитают. Светлая тебе память, ласка ты моя несчастная». Подпись «Мамочка». В сокращении я вам прочитала, только частично. Только частично. Вот это почерком женщины, закончившей 2 класса церковно-приходской школы. И Василий Макарович на первом курсе говорил с гордостью, когда все называли своих родителей, кто есть кто, он говорил: у меня мать, она живет в далекой сибирской деревне, у нее 2 класса образования, но понимает она не менее министра. Шепотки, хохотки. А потом он к этой фразе еще добавит: я у нее учился писать рассказы.
И вот это подтверждение того, действительно. Это подтверждают и письма, которые Шукшин любил получать от матери. Любил и сам очень часто писал. В 1976 году ему присуждена Ленинская премия, а у нас начнутся шукшинские чтения, которые продолжаются вот и поныне. Ну, а мать сына пережила на 4 года с небольшим. В 79 году она умирает в январе на 70-м году жизни. Ну, тоска по сыну, вы чувствуете? Это каждый день. Она в этой тоске жила, но несмотря на это, она и хлопотала о музее, и о памятнике, и переписку вела большую. Памяти жизни после смерти, жизнь после жизни, как хотите. Афиша, копия афиши первых шукшинских чтений, а рядышком это 80-летие. Мать на чтениях, она вот трижды была, а в 79-м уже она все не было ее в живых. Потом эту эстафету горестную памяти несла сестра Наталья Макаровна. Вот она, Наташа, Таля, как звали. Егор Шукшин очень ее любил. Говорил: я люблю в тебе маму, ты многое от нее взяла, сама этого не понимаешь. Люблю, что ты русская. Но послом русский он подразумевал вообще нацию, Россию, а не только конкретно. Действительно. Ну вот это лица, которые побывали на чтениях, это и писатели такие, как и Распутин, и Астафьев, и Белов несколько раз, и так далее, и так далее. И оператор Заболоцкий в фильмах его «Печки, лавочки, калина красная», до первых лиц государства. Вот это старшая дочка Катя, вот там маленькую его детскую фотографию видели. Здесь она вот уже взрослая, она тоже у нас была несколько раз, вот с Майей Булгаковой. Ну очки темные надевают всегда, боятся открыть лицо или что-то. А вот это взрослые дочери уже тогда, вот Маша и Ольга, это в станице Клецкой, там, где умер Шукшин, там жила съемочная группа, и вот у Ветлы, у которой любил сиживать Василий Макарович. Где бы он ни был, он везде находил места, похожие на родные. Потому что говорил: я несу родину в душе. Там и памятный знак ему поставлен, и часовня там поставлена на берегу Дона, где тоже он любил вот место, это ему казалось очень похоже, как вид с нашей горы на Катунь. А это для него были святые места. Имя Шукшина носит планета, пик на Памире, ледник на Белухе, площади, театры, школы и так далее, и так далее. Даже пионерские отряды назывались тогда. Институты, университеты, изучая творчество Шукшина, защищают диссертации на творчестве Василия Макаровича. Но самая главная память, во-первых, он говорил, что литература – это надолго, и переводов его почти на 50 языков мира. Все наши языки бывшего Советского Союза, все языки европейские, все, на всех языках, включая скандинавский и итальянский, и в Америке, и в Канаде, и Восток. И Индия на нескольких языках, и Китай, и Япония, и так далее, и так далее. И самая главная память, все-таки Шукшин говорил, это память народная, избирательна. И это абсолютно верно. Он это сказал по отношению к Разину, который уже прошло много веков, а его все равно в народе помнят, и песни поют, и так далее, и так далее. Так вот, по отношению к Шукшину можно тоже сказать. И под давлением народа начались шукшинские чтения, и под давлением народа, так скажем, музей организован. И теперь уже этот фестиваль стал всероссийским фестивалем «Шукшинские дни на Алтае». Но в народе это все равно шукшинские чтения. И памятник поставлен, и вот это вот само о себе говорит. Это сестра вот в последние годы жизни, Алексей Ванин, а он тоже земляк, он с Алтайского края, который снимался в его фильме «Калина красная». И потом и фильм о Шукшине, о детстве, поставлен в 1981 году, вот в этой школе тоже. Если вы будете его смотреть по интернету, можно посмотреть «Праздники детства», то и класс узнаете, а школа только там побелена и поштукатурена она была. Вот в годы войны, ну для тепла, наверное, ее штукатурили и белили потом, еще и послевоенные, до многие годы. Ну, все, от сельских клубов до больших театров ставят Шукшина. И самый серьезный, так, Театр наций к 80-летию поставил спектакль по 10 рассказам Шукшина. Евгений Миронов, Чулпан Хаматова в главных ролях. И спектакль до сих пор идет с большим успехом, при полном зале, аншлаг полный и так далее. Потому что Шукшин писал
о людях. Простой человек, он говорил, мне гораздо интереснее, чем какой-то дубина-генерал или высокостоящий чиновник. Я не хочу никого обидеть, если у вас кто-то тут есть генералы, не дубиноголовые, наверное. Вот. Где похоронили мать? Мать здесь у нас на сельском кладбище похоронена, сестра тоже на сельском кладбище здесь у нас. Они в одной А ограде. его в Москве, да? А он в Москве на Новодевичьем кладбище. Письмо, которое он писал сестре в 1961 году, ну, оно не было на те поры, как бы, ну, никто о ней не вспомнил. Это Ванин потом в последний приезд сказал, что если бы я знал, то, может быть, и Шукшина бы сюда тогда привезли, захоронили. Вот, потому что у него там есть высказано, тогда в молодом возрасте, поддерживая сестру в 1961 году, он написал, что я хочу быть похороненным по русскому обычаю с отпеваниями, причитаниями, чтобы была ты с ребятишками и жива была мама на нашей горе. Эту гору, вот, которую теперь именуют Пикетом, звали у нас просто гора. Вот. А Бикетом – это ту часть горы, потому что у нас очень много слов из тюркского осталось, вот, тюркского произношения. И это родственные, наверное, и с чувашским языком. Чувашский, татарский язык. Название села Учук. Я вам подарил футболку. Учук наше село. Это чувашский праздник. Учук. Это значит моление. Место моления богам. Место моления. Старым богам, да. Ну, наверное, Это чувашский такой, как бы, религиозный. Наверное, здесь место, здесь у нас есть легенда о том, что был богатырь Учук, по алтайском языке это тоже ук, ну, произношение немножко, конечно, я неправильно делаю. Спасибо огромное, спасибо. И сразу же, наверное, хочу подарить. Что-то стрела и 3 стрелы. Ну да, говорят. Но это связано с древней религией. Да. Вот такие, значит, чувашские, значит, костюмы. Мы все-таки республика убеждены, что Шукшин имеет чувашские корни. Да мы не будем. И у вас лицо чувашские, кстати, очень красивые. Меня татаркой называют. Я думаю, что сложно эта съесть. книга займет достойное место. У меня же Книга подарков, тоже наверное, в родители музее, скорее приехали с всего, есть, да? Волги. У вас наверняка есть книги подарков, да? То есть подарки музею собираете? Да, Это да. от нашей чувашской делегации. Она подписана, эта Нет, книга? мы не смеем, мы же не автор. Я подписал. А это вот автор. А делегации почему не подписали? от делегации. От И совсем от оттуда, чувашской Турган, наверное. делегации. У нас И есть- это- Нет, Камжев, да. Чувашский писатель Турган, давай напиши. Шивман, запахшив, все автографы поставили. Да, вот у нас стол и ручка, и вы сядьте и напишите. Очень серьезно. Она стол на столе можно. Я напишите. Стрелы. Это мы с ними согласны. Он пишется двумя словами. То есть или одним богатырь, словом? вот, Не, который... понятно. Когда пишете, вы пишете одним словом учук или уть отдельно, ук отдельно. Ну, мы-то так не пишем, официально-то у нас русские все-таки. Не, да, А вообще. мы одним словом пишем. Учук. Значит, это не два слова, одно слово. Значит, Если бы было одно бы слово. 3 стрелы, надо было Может быть, писать правильно раздельно. и надо раздельно Раздельно. писать. А фактически это, я так думаю, что, Но скорее то, всего, что вот бикет еще слово, бикет, вот эта часть той горы, вот этой горы, но та часть, там, где Чуйский тракт, вот на Горный Алтай идет, уже за Сростки то есть сейчас уходит поедем. туда, да, и к речушке, там, Федуловка, речушка, вот туда. Вот то место называлось бикетом, и тоже оно из тюркского, оно... Пегет, это дар получается. Это значит преграда, остановка. Да, вот. Ну, то есть имеется в виду очень хорошее место. Да. Вот А в казахском языке, вот в Казахстане я была в Усть-Каменогорске, а там над вокзалом красуется это вывеска. Ну, Бикет. это как бы Одной группы- очень хорошее слово получается. Да. Одна группа языков, просто поэтому... названием ваше деление, поэтому как-нибудь его так сделать. Я Чтобы просто видно было, что я просто хотел узнать, учук как Дорогого стоит. это что называется учуком у вас? Как? Он говорит, 3 стрелы.
3 стрелы, вот так, Так что разговаривали. расшифровка, так сказать. Богатырь Учук, вот, Уч, который это у жил. вас название богатыря, ук это у вас лук получается, да? 3 стрелы. Три стрелы, вот в А у алтайском нас языке уха есть, три и стрела стрела. как раз, уха. Вот. Уха. Ну, Может, выпадает, между Нет, прочим, нет. гласные тоже. У них богатырь называется Учук. Но это уже на Он богатыря-то говорит, перешло, а конкретно это перевод. Это Еще три второе стрелы. название. Вот по-алтайски они ёб, как-то утук, они как-то немножко не так говорят, как мы там, а правильно, как это надо, как они говорят, вот так. На алтайском я спрошу, сколько будет цифры 3. Вот мы будем. Скажите, пожалуйста, вот этот Ну, скорее всего, вещи. археологический памятник, Нет, какого периода? Не учи. Это у нас скифское городище Скифское, здесь. да? Да, эпоха. Неопалеолит. Понятно. А еще один вопрос. У Шукшина, кроме творчества, у него были какие-нибудь хобби? На что-нибудь у него было Баню время? он любил. Кстати, бани у вас в Сросках есть бани свои? Люди строят бани? Нет. Нет. Была, но ее Люди бани не строят у вас. общую. Нет, у себя во дворах. Во дворах есть, конечно, вот у я это каждого. спрашиваю. Я думаю, вы про общую. не, Была общая на речке. Это во Внутри дворах у вас России. бани строят все. Да. Испокон веков. Да, В да. русских деревнях не строили бани. Почему? Мало строили. Ну, потому что у нас, редкость вот, допустим, на Украине вообще бань нету. Это я знаю. Да, и вот Рязань, Что там они в печках в Центральной России мылись бани в вообще. печках, это я знаю. Вот это А знаю. у нас... А то, что у вас бани строят, это довольно-таки интересно. Это уже вот, чувашскими, финно-угорскими этим обычаем идут, на самом деле. Ну, были по-черному, конечно, Ну, они ну, все с конечно, памяткой да. и так далее. Теперь они уже У него современные. же страсть была к бане. Но у него, да, Алеша Бесконвойный, он уже описал эту страсть, эту свою. Он парился так, что москвичи с ним вот в доме матери, в той бане, допустим, ну там уже по белому бане, они могли только в предбаннике выдерживать. Вот так. Какие еще хобби? Может, на рыбалку ходил там? Ну, рыбалку, конечно. Ну, с детства, конечно. Любил, когда мог здесь с детства. Он еще прекрасно свистел, у него художественный свист. Он подражал всем птицам, голосам здесь, вот, когда с детства. И на пластинке записан даже художественный свист. А вот в фильме «Печки-лавочки» тоже там свист, когда он на курорт приехал и приплясывает на крыльце вот этого здания там курортного-то, и со ступенек так это с плясом идет, и свист звучит, это свист его. А свистел замечательно. Мария Сергеевна вспоминала об этом, и Лене Самуиловне в письме писала, что он однажды приехал из Москвы, привез узюм, как она пишет. Вот я сварила облепишный кисель, узюм добавил, такой вкусный кисель получился. Изюм, да. Ну, это, старые люди так говорили. Вот. Ну, а пришла сестра ее, Дуня. Он ее звал няня Дуня, сестра Евдокия, Мария Сергеевна, сестра. Ну, поела кисель и потом пошла под горку, это вот из дома матери. Уж ушла-то вроде далеко, я опомнилась, что же я и кисель-то не налила. Киселю много осталось, она бы еще дома поела. И говорю, кричать теперь не услышат, бежать догонять. А Вася вроде, ну что ты, мама, да вот Дуня киселя не налила, надо бы ей, как бы. А он говорит, подожди, сейчас она у меня как солдат вертанется. И свистнул. И так, говорит, засвистел, как будто так выговорил, няня Дуня, подожди. Вот так получилось. Она, говорит, правда, сразу как оглянулась, назад вернулась, но вот я киселю налила, и она пошла. Вот свист. Ну, в музыке очень хорошо понимал, хотя не играл, не брался, конечно, но ему даже вот так говорили, когда он настаивал, например, на фильме «Живет такой парень», взял лейтмотивом всего фильма, музыку, шлягер наш, есть по Чуйскому тракту «Дорога». Я думаю, у вас, может быть, тоже это известна эта мелодия, шафирская мелодия. «Из по Чуйскому тракту дорога, много ездят по ней шоферов. Но один был отчаянный шофер, звали Колька его Снегирев» и так далее. Вот эта легенда о том, что Рая поставила ему условия, его любимая девушка, что если он обгонит ее на своей машине, значит, она и будет его женой. И как во время обгона, когда он чуть отвлекся на нее, машина под откос, и он погиб. А вот такие серьезные. Я вас спрошу, потому что разговор, ну как, пил он? Пил. Какое-то время, я вам так скажу, во времена, когда, например, отказывались ставить Степана Разина,
Это были такие моменты. Вот. Но Попов вот, последние 7 лет он вообще не пил. Вообще не пил. И Василию Белову он это не скрывал. Он писал, например, ему в письмах, это письма есть, сохранились. Я статью эту даже включала, эту статью. И он пишет, что Вася, давай встретимся у тебя в Тимонихе, там на Вологодчине, и поклянемся на иконе из твоего дома, а иконы у Белова старинные от матери оставшиеся, что я брошу курить, а ты бросишь пить. И уговаривают Белова, то, что ты вот перетерпи 3 года, а потом можешь позволить себе праздник. Что у меня уже вот вроде это пройденный этап, но он все равно к этому не возвращался, курил много последние годы. Пить бросил после рождения Ольги. Этот случай тоже известен, и в Москве, когда была экскурсия по шукшинским местам, она была такая экскурсия, и лично вот я там по ней проходила, экскурсовод московский, она проводила меня, и она с разрешения Федосеевой рассказывала такой случай, когда она его, Лидия Николаевна, останавливала, чтобы он не ехал никуда на разборки после очередного закрытия Степана Разина, когда он сел в троллейбус и поехал кому-то чего-то доказывать, что бы он натворил, Бог знает что. Она его остановила, знаете, каким способом? Она была тут с Ольгой, с колясочкой, маленькая та была. Она посмотрела, что троллейбус сейчас поедет медленно, потому что он только что начал. И шофер на нее, ну водитель, смотрел на нее, водитель троллейбуса. И она с коляской встала под троллейбус. Какие у них были отношения в конце уже? У кого? У супруги Федосеевой. С Василием Макаровичем, с Лидией Николаевной. Ну, как подробности личных-то отношений, как сказать. Но то, что отношения были нормальные, семейные и забота друг о друге, это можно сказать однозначно, потому что они планировали 3-го ребенка. Они планировали сына. И он в письме, вот в одном из последних писем, матери эту тайну выдает. Говорит, потому что когда ему давали квартиру, вот отдали ее в 1972 году, а это 4-комнатная квартира генеральская на Бочкова. Вот. И он пишет матери, вот хочу тебе сказать, что вроде, ну, хотим еще братика. А то няньки-то есть, а братика-то нет. А то обидно как-то, он говорит, получается, в маленькой квартире 2 вроде родили, а тут такая большая квартира и ни одного, нехорошо будет. Но когда с ним случилось, это Лидия Николаевна сделала аборт, конечно. И, вот так. Так что это тоже показатель, факт того, что отношения стабилизировались, и они были стабильными. В начале, там, когда когда начались вот эти отношения с Федосеевой, это был 64-й и 65-й год, это до рождения Маши, Шукшин метался между 2 женщинами, между Федосеевой и Сафроновой, потому что там Катя. Он приходил туда на день рождения, хотя редко. И он дожидался, не уходил до тех пор, один раз это Сафронова тоже говорил, пока не услышит от нее, что она к нему обратится и назовет его папа. Она потом это понимала, что все разошлись, ему бы пора уже уходить, а он не уходит. Все вот разошлись, а он не уходит. И потом Катя забежала в комнату, где он был, и сказала, папа, помоги нам стол занести туда, там, к детям. Все. И вот он, когда поставил этот стол туда, и подошел вот к ней, к Виктории Анатольевне, к Вике, и сказал, вот теперь я могу идти. Ну, а переписка с этой девочкой и отношения с Викторией Анатольевной, они до конца были тоже хорошими, человеческими, теплыми. Он ее звал «Мой добрый критик». А сколько у него всего было детей? Вот трое. Катя от Сафроновой, Маша и Ольга от Лидии Николаевны, от Федосеевой. Галина Андреевна, да. Фамилию Шукшин, как не можете ответить? Расшифровка. Вот, Василий Макарович этим долго занимался, но он так не определил, точно там есть Шукша река, в Пензенской даже губернии этой области есть Шукша река, и много там названий вот мест. А в 89 году вышел словарь фамилий, но это уже после смерти Василия Макаровича. И вот это слово Шукша, во-первых, это остатки от
обмолота костры, от конопли или льна, да, это остатки вот костра, то есть. Вот. А в переносном значении, вот автор этого словаря трактует, это последний не очень желанный ребенок в семье. Вот такой еще трактовка есть. Но Шукшин был первым и желанным. А по-чувашскому Шукшин, это Щукшин, бедный человек. Бедный человек. Ну, оно, собственно, перекличка, что бедный человек, что остатки от костры. Да, Ну, Щукшин. по последние. Не молодежная организация, Последние. Союз чувашской молодежи. Как вот этот вот. А внешне вот это вот скуластость, конечно, это Иегова чувашская, выдает. Иегова это- акцент очень выдает. Вот это доказывает на самом деле, это, наверное, наш. У нас в истории так. У нас он как бы, бедные люди означают. Говор вы какой имеете в виду? Чей? Ну, наш чувашский. Чувашский? Да, выдает. С нашим, с моим? Ну, с вашим. Нет, у Шукшина. У Шукшина. Да. Ну, потому что очень много приезжих из вот в селе. И у нас еще в селе, можно сказать, что более-менее грамотный и близкий там, вот, там, центральным, в том числе к Московской области, говор. А так у нас есть вот конкретно там из Рязанской губернии, допустим, вот рядышком соседское село, там будет пятерка. Поэтому их дразнили. За пятирку, за яркие. Вот вы упоминали Митту, да, который учился вместе с Шукшиным. Митта. То есть они же вместе учились. У него фамилия же не Митта, у него еврейская фамилия. Вот это режиссера. А Митту он взял, это чувашская фамилия Митта. Они учились вместе с дочкой. Ну это Гордон. А? Гордон. Да. Они учились вместе с дочерями Василия Митты. Это наш как бы, чувашский поэт. Он пострадал тоже во время репрессий за чувашский национализм. И вот Гордон попросил разрешения взять как псевдоним Митта. Мол, дайте нам этот. И отец говорит, сказал, только в том случае, если он не посрамит нашу фамилию. Это Митта. И вот как раз Митта это чисто чувашская фамилия. Тоже. Но он достойно носит. Ну вот еще раз я хочу на фото, уже чтобы это было зафиксировано. Ну, посмотрите, может, людям покажете, что одна из версий, можете сказать, что есть мордовская, чувашская версия. Да. Мы, к сожалению, не смогли вот архивные материалы все собрать. Мы, наверное, вам вышлем наши публикации на эту тему. Да. Наши периодические печати. Конечно. Они на чувашском языке, мы их, наверное, переведем на русский, чтобы у вас тоже... Если есть такая возможность, Да, конечно. да. Потому что нам оставляют вот в книге даже раз и на китайском языке. Ну что написал? Приходится потом, приезжают, Господь посылает, наверное, сюда людей, которые знают, понимают китайский язык. И присылают нам расшифровку. Женщина прислала, это вот что означает. Большое спасибо. Спасибо огромное. Еще. Спасибо. Тоже. Спасибо огромное. Тоже нужно Были мы в Чебоксарах, ну, лично я вот так посчастливилась побывать. Это, наверное, то ли 96-й, может быть, год. У вас был фестиваль всероссийский, фольклорный. Родники И Володя. сейчас идет. Ну, не проходит, проходит да. сейчас, да. Ну, тоже проходит. И у нас коллектив вечерки, но, к сожалению, теперь тот руководитель, который вот был, замечательный, талантливый руководитель, он умер у нас несколько лет назад, и теперь я вот уже туда не хожу, но ансамбль существует. Изменился, конечно. Мы на следующий год вам вышлем официальное приглашение тогда из Министерства культуры. И Попросим. поэтому мы там побывали. Нам так понравилось у вас, такой Вот чистый городок. в этом году у нас это в рамках Дня Республики проводится вот этот фестиваль, на котором ваш коллектив побывал. А в этом году у нас День Республики проходил в нашем районе, в Комсомольском районе. И вот участники Родников России побывали у нас в районе. Выступали 6-7 коллективов там с России, ну, со многих регионов России, с да. Дагестана были, не Китая, только с России из даже. Китая, да. из Из всего Китая мира. были, Да, со всего да, мира. не Вот помню, мы, такой наш коллектив, статус здесь у нас России, Губняночка, конечно, здесь коллектив тоже в составе этой делегации. Мы первый раз тоже выступили вот в рамках Родников Это да. России, да, в этом Ну, году. мы тогда были. Да. Еще нам очень понравилось чувашское пиво. Ну, мы А пиво- в музее пива побывали? Музей пива. Единственный в России музей пива. Да. Мы пиво, к Я сожалению, до сюда не этого я могли. не была вообще Он бы никакой испортился бы. любитель, а знаток там, чтобы отличать какое-то пиво от какого-то. У нас дома варят Боже пиво. мой, только когда пить захочется и пить больше нечего, тогда могла стакана сидеть.
А там нас из колхоза в колхоз, из района в район концерты. И в каждом колхозе, оказывается, Свое в каждом пиво. районе свое пиво. И везде У с этими каждого дома свое пиво. лягушочками, вот с этими из-под пива, да. И разные пиво, да вкусное это Ну какое. да, это домашнее пиво. А Домашнее ширбек пиво. пробовали? Нет, Национальное сейчас пиво. начнем. Наверное, да. Тогда Потому тот что там фестиваль назывался он «Родники Поволжья», а сейчас «Родники России». Родники России, мне кажется, и тогда было. Уже, да? Ну, первое время «Родники Поволжья». Поволжье было, да. Вот мы тогда в Омске Ну, нам, в первое принципе, место уже заняли. пора. И тогда поехали. Были, и вот Сейчас эти как будто нет, сейчас тоже на фестиваль едем. Вы сейчас куда едете? Кстати, артисты. Какие места
Я, говорит, боялся, говорит, чувак подошел, мне спинка дал, говорит, ну и хорошо, вот так вот, взял, Да, kurnu часто, iki yıl oluyor. Şiler mani buluşun diyor. Koğuşiler mani, ağlar mani diyor. Tam bu gibi. Ağlı başa varmalısı ki. Классический чувашский оригинальный. Не, вот прям такой соло потом тут немножечко вот так вот Метелкой, это тряпочка. Газ проведен, ну такой печь оставили, потому что пироги, Пироги, поместишь, сколько человек. Чаще можно, только там и... Мука ржаная, если вот такая, то она вообще ароматная, такая. Болгарский крест, да, ну крестик немножко Я скатерть вышивала. шалы такие же. Да. Ну, Шукшин Макарович и вся Сибирь переселенцы с Россией. Пожалуйста. Не синдиконом постирать, аккуратненько все это сберегать. Завтра начинается. У нас после паводка это не везде восстановлено, районы, наверное. Это не сильно. Доедем, видно будет. Перевал там уже близко. Портрет родителей. Куксин Павел Николаевич, отчим Василия Макаровича, и мама Мария Сергеевна. Подлинная форма. Василий Макарович служил на флоте в городе Севастополе на Черноморском. В этой форме служил, вернулся домой. Брюки износила, а верх мама хранила, и потом была передана форма нам в музей. Гармонь точно такая же была у Васи, когда он еще в школе учился. Это был сделан подарок ему дяде родным, который жил, кстати, в Ангудай, Павел Сергеевич Попов, и научил племянника играть на гармонии и отдал в подарок вот эту гармонь. И Василий Макарович уже на вечерте сельсти, это где собиралась молодежь, это берег Катуни или гора Пикет, ходил вот с этой гармонью. Ребята играли на гармонии, а девчата пели частушки, танцевали. И вот Василий Макарович, это был первый парень на деревне, что имел гармонь. Фотографии Василий Макарович со службы присылал. Мария Сергеевна за работой работала парикмахером перед пенсией. Фотографии с многочисленными родственниками, опять же, Мария Сергеевна. Подлинная машинка, была хорошей рукодельницей, умела шить, выбивать шторочки, делала не только для своей семьи работу, но и часто на заказ односельчанам. В войну рассчитывались продуктами ребятишкам, кто-то сало, кто-то яйца приносил. Ну а после войны уже деньги брала за свою работу, что в семье было 2 студента, и была большая помощь. Вот рукоделие выполняла, когда рассчитывались вот денежками. Фотографии Василия Макаровича со службы, фотография Натальи Макаровны в студенческие годы, письмо, которое Мария Сергеевна писала Василию, первый курс режиссерский факультет, написано, как помогала детям, что 2 студента было в семье, и болела душа, что замер с голода, плохо питается, старалась вот помочь, последние денежки отправляла детям. Освещение было керосиновыми лампами, настольная лампа и фонарь летучая мышь, который можно было выйти в сарай и также повесить, чтобы освещалась комната. Фотографии Натальи Макаровны с мужем Зиновьем Александром, с детьми двойняшки Надя с Сергеем, письмо Василия Макаровича из армии Севастополь, воинская часть на конверте указана, и письмо, которое Наталья присылала с Новосибирска. Василий Макарович в это время после армии жил с мамой в этом доме, и вот это письмо было адресовано им. И опять же фотографии Марии Сергеевны с родственниками, с первой женой Василия Макаровича Шумская Марья Ивановна, сестра Наталья и Мария Сергеевна
Так, что там тоже? 2 печи было в горнице, небольшая печка-камелечек для отопления немного этой комнаты, а в основном натапливали русскую печь, на которой можно было спать, как теплое место использовали, ну и, конечно, готовили. Печь была глубокая, что несколько чугунов можно было заставить, лопаты, которые использовали для выпечки хлеба, ухват, которым подхватывали чугуны, чтобы заставить в печь и вынуть оттуда. Вот это называется каток, с помощью которого опять же заставляли чугуны для облегчения хозяйки. Ручка ухвата ложилась на каток, и вот так вот как бы закатывался чугун. Это самовар, в котором нагревалась вода на углях. Внутри имеется труба, куда закладывались уголечки или щепочки. И вода таким образом нагревалась, а чай заваривали травами, которые висят у нас в сенях. Это, опять же, наше местное разнотравье. Корыца использовалась как мясорубка. Сечка остро натачивалась, и рубили мясо и лук. Опять же, об этом Василий Макарович вспоминает в своем рассказе «Далекие зимние вечера», как однажды мать пришла с работы, принесла кусочек мяса и немного муки. Быстро нарубили мясо, и Вася и Таля поняли, что сейчас в семье будет праздник, то есть будут стряпать пельмени, это и кушать пищу мясную. В войну это было, конечно, большая редкость. Самодельная терочка, которой пользовались, и часто, будучи подростком, Наталью Макаровну заставляли натирать картофель, чтобы делать драники картофельную. Наталья Макаровна стирались в казанке от такой работы, и потом она уже, когда приходила к нам в музей, говорила: драники не люблю с детства. Вот такое воспоминание было из детства. Это вот маслобойка. В семье держали корову, поэтому можно было сбить из сметаны, пили сливочное маслице немножко. Ну и посуда в основном глиняной много было, крынки, и кувшинчики вот эти, и ложки деревянные, которыми не только вот кушали, но еще вот Наталья Макаровна, Таля, в детстве умудрялась сделать себе куклу, то есть заворачивала вот так в тряпицу и вот качала. Даже фильм есть «Праздники детства», где она сидит на печи, качает вот такую куколку, а колыбельную поет Хасбулат удало. Это вот какие песни пели взрослые, и вот она подражала взрослым, пела для своих кукол вот такие песни. Очень сильно. Уман, да, хрест видать. Прямо, да? По главному. Ушли с маршрута. Через 150 метров Так, ну как? Доехали. Видишь, опять корреспондент свой человек. Поехали. Не, может кто-то хочет фотографировать, пусть фотографирует 5 минут, там ничего страшного. 5 минут, может, на час. Это всегда собирать, да? Ладно, тогда Поедем, да. лучше на обратном пути пускай фото. Так, ну давай Ну, тогда можно, кто-нибудь так. ко мне, может, пересядете. Да, может, вы сообщите. Обговорить? Обговорите по дороге.
Ана еге гречу нужно брать, и мне себе прислать. Вот это емес. Она барса хорошо да? Пролежит. Пролежит. А я вот еще не хватало. Индире. Амбажеш. Ну, еге гречу. Сейчас храм ради, еге гречу, нет тренера, а сами курда храм. Интересно. Да, еге гречу. Азат кезең Сэм авалги вырынинде канди тракторинде Алтай перече вастыне пыдарзандан дебер сынба кушпа пыдарашы Алтайнеле бер хевелду кушенле пасавырдат пор. Вот. Яна хуттемеле жетузанда яна папар хевелду кушенле. Болынде кыштабы папар хевелду. Вот шак вырына папар Алтая папар. Вот шавында похну вырында и хал тарат парынде. Кемиже такшан сымавалда пирен азат кезем телемелле быйлы хватлы халық пулны.
тенджере он jutне иги халық керешне камвейларах. Китай тогда переназать тезем. Иги мен булны. Харги отыргала бір тенджере бір держава деп бір Америка деп бір. Мен деват. Хужалана те бір. Ал отра тенджере иги вей булны. Пери Китай, тепри эбир. Бачана бирин аланмалы. Меле бир вайлы хватлы халық булны. Так, кажарга ульдяр менгалары, ол питтерес, бирин шак теп бирин бол тоқса Китай дикенде монгол кен шак биринде бирин вайлдегайн Алтайран и эбер кайна шитне Рим батнеси, Франция батнеди шитне. Онда бирин атил журалны. Каран педем Европа хыйнал недетинде кундада болны. Но Шай ябалзыны жак тюркский хал тоқтыны анландар забарали ялзым ядизем деже шабломари. Она Чувашский общественный культурный центр юг помешали галаде. Топономика был самый честный балавал. Мегаский халахан мене калашны яже ёлны. Баян ебер кунда питтелелы низам. Мегаский хамар исторический родина килзе горза. Шамбек чуклизе жины был пире выйгал барад и Мегаский мы святой долг вапар. За все чуваши, потом чуваши халшин, тем же миллион чувашин. И бир падем халыгын адизем шагында келген. Кунда дала бир кыштангына билмем бул. Чуваш халык халыгы яны пире. Да. И бир мөмбөрө шарык пиррен. И бир падем чуваш халыгын адизем. Бир день маттурдарахи, байларахи. Салдараха. Тада укша жинжен итлашы шутламан нигалы биринде халыгы чувашан пчук кызырзыбышня. Түрлі сылтау болады. Тен кам пельмень бул. Кам илтмен бул. Кам пельмезрек пельзеде пыман бул. Анжак эбир хучундамыр, келдемир, хамыр тивиже халегинде гунда баттезен умынже пурнышларымыр. Шамбада перден телерек шинзен шук. Шак вовтора жудлап. Ульдер, ебер шагында да килнева болған история көрдүлат. Ебер чаваш паттара, чаваш тобе жинже, шавында палкласны был, игеш туда гора парденебек. И был бире чаваш халы бир Мелегас сидя за разом первый хаклаша. Так. Ты же снимаешь видеокамеру, да ведь? Ну, мен шукшин яле берги. Ман мене шау биск торгенде манате пинде дагыржер Вон бишемеш, вон ситимеш улсенде, шау мене шукшин яле сивкенде, полно пупу засление. Пупу засление малатке. Шау революцион. Онда мене вырысем дейт, основном дейт, но дейт чавасым пидену майде зажернул яле бедерзерна. Яле комберги потом пидялзым чавасым дейт пидену майде. Вот шау мен Уjuk тезер означал, мемор ознать. Ну вот, мне уjuk полное место, вот уjuk может быть, чтобы я лишь бах уjuk полмобуларного. Ну, чувашем пиди думаю был не. Туда разминник азн маста, вот мне отец азелил дорог. Ну, шавандрахта мовдар. Манате, кстати, манате чуваш история берги, чималдан сираганни ате булны. Он бирби шулда был чуваш история парамеш хочет гарна коде сирна. Мы записали свар хазятра. И книга тухмала был, ну, книги революция была пятненде, ну, так что унжине и не была. Шаванбада был да был. Он наваракунда уjuk берги, уjuk. Какой-то царат, пристраб был драбас, я туда себя бурнап, туда раблеве, на умбике была был драбас. Уjuk только чуваш маги. Он наварак, он дахал килдемер, чувашам заге, темле ути мензем Мабулары машин беки был. Умбек тогда бир он на пельмень замаки, самах пельмень был. Затем было здесь какой-то уходим, скидывали эти алхангендис. Только чувашанги не был драть, только чувашанги не был драть. Пельмень был, пельмень не было, был МРБ я потихоньку был пельмень, обычно пельмень 20, пельмень обязательно любой семье пельмень 20, дисра пельмень 20, пельмень обязательно пер кам мен подостатку. Или кемлюкся, или ултунукся, или хотя бы пятак. Тиксия анасында пельмень не было. Мен не было. Есть такая пельмень кам
Кам мендавайте, sana приспана. Электрен bunu yapalım. Приспана yapalım mesela. Перден Do перден тухтып. Пельмень өзүнчө укша болса пельмень. Менин да өзүнчө пельмень. Ся пельмень тухсаган пельмень. Şu müjüm gibi şey. У него там есть у девочек. У Веры есть, у Веры есть. Акпир водитель где? Калаш, я был за калаш. В багажном отделении хранят товарки. Знаете что, дети? Желаю царит наш. Девочки. Из Алтая. Из Алтая. Салам. Все, Дима. Все уже. А вы что, долго так будете снимать? Или вы только светите? А? Улма бізеріне жүхнейді, чымырда улма. Віретіне жұмсіне ямалла. Кайран, вредный шумсини яран, маняшный. Во дворовку. Burada biledir. Нарцана bir kuran. Kagani yanı Нарцана сразу. Вот, он же взял и бежит аромат. Олег Михайлович. Ой, паржулкине. Юлерде берем. 50. Прям меньше в школе ходите. Школу не прилежтерня. Karan kalacak var men. Kurca kapar. Искушение. Только меня мало кайдырман. Можно ходить и посмотреть. Ой, фотоаппарат Клара. Кларадыр, да? Клара, смотри. Клара, давай, Клара. Табак. Куман. Давайте-ка вот здесь фотографируемся. Сейчас снимает нас. Юрлар, юрлар.
Нету. Стоять нельзя, сидеть надо. Дорогие гости и участники межрегионального праздника алтайского народа Элаин, дорогие друзья, поприветствуем руководителей Республики Алтай и почетных гостей праздника. Временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Александра Васильевича Бердникова. Помощника президента Российской Федерации, Государственного совета Российской Федерации, почетного гражданина Республики Алтай Игоря Евгеньевича Левитина. Министра транспорта Азербайджанской Республики, почетного железнодорожника Азербайджанской Республики Зию Арзуман Оглы Мамедова. Народного артиста России, народного артиста Украины, солиста Мариинского театра Василия Горелла. Председателя Государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай Ивана Итуловича Белекова. Почетного гражданина Республики Алтай, основателя и организатора первого праздника Элаин Семена Сергеевича Тузачинова. Главу администрации муниципального образования Ангудайский район Мирона Георгиевича Бабаева. А также наших гостей из Республики Чувашия, Республики Хакасия, Томской области, Омской области, Алтайского края, гостей из Монголии, Японии и Кыргызстана.
Чақшылар ба қару терлештер, тоңдылу айылчылар, ел ойының тұрыжачылары. Россия Федерацияда культураның тилына учурлалған Алтай халықтың ел ойын 2014 байрамында ончоғырды изю утқып тұрыбыз. Добрый день, уважаемые гости и дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия межрегионального праздника алтайского народа Элаин-2014, посвященного Году культуры в Российской Федерации. С 1988 года несет свою эстафету общенародный праздник Элаин. Сегодня в этой долине Кабайлу-Межелик Ангудайская земля принимает 14-й по счету Элаин алтайского народа. 1988 жылда башталған Алтай халықтың ел ойын деп елбек кемді байрамы бүгін республика ішінде 14-ші қатап өткөріліп тияр. Бұл байрамла аз толы халықтардың түрік байрамы қоштойла өткөрелер. Горный Алтай – хранилище самобытной культуры и истории всех народов, проживающих в этом красивейшем уголке Великой России. Богатейший опыт. Россия Федерацияның жылға үйеттен үйеге бойының терең ұшырын биік апарар. Республикада нақла бірлік билеге жұрттап жатқан халықтар қанша жылдарға олай өз культурасын еншілі чүмбі байлады. Дорогие друзья, уважаемые гости, начинаем торжественный парад Года культуры в Российской Федерации. Встречайте достойных жителей Республики Алтай. Приветствуем делегацию Еловского сельского поселения хозяев Элаина 2014. Праздничную колонну возглавляет глава Еловского сельского поселения Вероника Егоровна Абакаева. Село Ело Ангудайского района вошло в историю Республики Алтай как первые организаторы праздника алтайского народа Элаин. Ныне еловцы принимают 14-й по счету праздник. В колонне идут организаторы первого народного праздника, почетный гражданин Республики Алтай Семен Сергеевич Тузачинов, Тамара Улачиновна Тычинова, участники первого театрализованного представления Мадай Кара Чараганов Пиен, Дадышев Сергей, Чугин Амран, Чечияков Юрий. В параде идут спортсмены, заслуженный тренер Республики Алтай по самбо Сергей Ялчин, кандидат в мастера спорта по классической борьбе Альберт Толкачоков, двукратный чемпион, победитель по конному спорту на празднике Элаин Эзен Каймин. Приветствуем делегацию села Ело! Встречайте делегацию Ангудайского района. Возглавляет делегацию глава администрации муниципального образования Мирон Георгиевич Бабаев, председатель районного совета депутатов Эдуард Михайлович Текенов, отличник физической культуры Михаил Макарович Тебеков. Ангудайская земля богата мастерами и умельцами, которые принимают активное участие во многих республиканских и всероссийских конкурсах. Это Станислав Урчимаев, Серемей Кунанаков, Владислав Яржан Кухаевы, Николай Аилдашев, Валерий Шахов. В районе выросло и воспитано более 56 мастеров спорта СССР и России по борьбе самбо и греко-римской борьбе. 5 мастеров спорта международного класса по борьбе самбо: Шилыков Амат, Меркитов Эмиль, Качашев Олег, Тайпинов Владислав, Кучинов Арунат, серебряный призер чемпионата России, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе 2010 года, мастер и Тайпинов Ойгор, заслуженный мастер спорта по борьбе дзюдо. Ангудайский район гордится тренерами и судьями: Откуновым Сергеем Юракаевичем, заслуженным тренером Республики Алтай, почетным гражданином Республики Алтай, судьей международной категории по борьбе самбо Ячешевым Аргагмаком, мастером спорта СССР по греко-римской борьбе. Приветствуем славный Ангудайский район! Дорогие друзья, встречаем колонну города Горно-Алтайска, столицы Республики Алтай. Колонну возглавляет мэр города Виктор Александрович Облогин.
Гостей жителей Ангудайской земли приветствует председатель городского совета депутатов Юрий Викторович Нечаев, заместитель главы администрации города Эжер Николаевич Молчинов, начальник городского отдела культуры Светлана Анатольевна Комарова, начальник отдела по спорту Ирина Анатольевна Половинкина. В колонне идут заслуженные работники культуры: Надежда Егоровна Каланова, Рима Алексеевна Толмашова, Наталья Николаевна Менахова, Юрий Александрович Михеев. Спортивная делегация города Горно-Алтайска участвует в 12 видах спорта. В праздничной колонне идут мастера спорта международного класса: Амыр Бакрасов, Валерий Сараноков, Татьяна Серкина, Владимир Галкин, Алексей Лучкин, Кару Балыкчинов, Елена Романовна, Эдуард Тосканов. Приветствуем Горно-Алтайск! Встречайте делегацию Усть-Канского района. Делегацию возглавляет глава муниципального образования Усть-Канский район Григорий Николаевич Пильтин. В колонне идут знаменитые люди района, отличник народного просвещения Российской Федерации, ветеран педагогического труда, мать-героиня Аладякова Бапай Бархатовна, кавалер ордена Ленина, ветеран педагогического труда Шаркова Варвара Ивановна, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Дидин Капшай Минкевич, почетный гражданин Республики Алтай Матыков Александр Айдынович, награжденный медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степеней, отличник народного просвещения РСФСР. Праздничная колония, мастера и неоднократные победители по конному спорту: Мегедеков Константин Садучинович, Кабин Михаил Иванович, Толкнин Андрей Николаевич, председатель СПК «Ябаган» Тумбуков Аржан Чагыевич. Достойно почести спортивная слава района приветствуем мастера спорта международного класса по самбо и дзюдо, чемпиона России и мира Уина Виталия Юрьевича, мастера спорта международного класса, двукратного чемпиона мира и чемпиона России по самбо Саранокова Валерия Владимировича. Пожелаем усть-канцам новых побед и успехов. Дорогие друзья, встречаем колонну Улаганского района. Делегацию Улаганского района возглавляет глава района Никита Алексеевич Санин. Улаган богат талантливыми и одаренными людьми. Имя народного кайчи Алексея Григорьевича Галкина широко известно в России и за ее пределами. Имя заслуженного художника России, народного художника Республики Алтай Игната Ивановича Антонулова занимает достойное место среди современных художников нашей великой России. Заслуженные артисты Республики Алтай Борис Каятов, Александр Бебин, всемирно известный ансамбль горлового пения «Алтай-Кай», художественный руководитель Урмат Энтаев. Мы с гордостью называем эти имена, имена наших земляков, члена Союза писателей России Карана Гошева, члена Союза писателей России поэтессы Сураи Сартаковой, члена Союза писателей России поэтессы Карлагаш Энтепова. Делегацию Усть-Коксинского района. Делегация Усть-Коксинского района насчитывает более 100 человек. Возглавляет колонну глава администрации муниципального образования Сергей Гречушников, председатель районного совета депутатов Олег Акимов, аймак Баши Усть-Коксинского района Роберт Кипчаков, депутаты Государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай. Приветствуйте народный фольклорный ансамбль «Сибирия», руководитель, заслуженный артист Республики Алтай Евгений Мамаев, Иван Шумаков, заслуженный работник культуры Республики Алтай Светлана Ковальчук, заслуженная артистка Республики Алтай. В 2014 году отмечает свой 25-летний юбилей народная фольклорная группа «Галонька», руководитель, заслуженная артистка Республики Алтай Людмила Бубнова, детский образцовый хореографический ансамбль «Хрусталек», руководитель Евгения Грибач. Особые аплодисменты фольклорной группе «Амаду», в составе которой ветераны труда и уважаемые старейшие жители села Талда, руководитель Галина Тюнтешева. Ее фотография размещена на республиканской доске почета. В составе